Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 июля. Это у нас будет в субботу. Мы с вами посмотрим события дня для всех знаков зодиака. Начинаем с Овнов. Колода называется «Цыганский пасьянс», если кому-то интересно название. Смотрим Овны. 9 июля. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Что я у вас пока... Ага, есть ожидание. Будете кого-то или что-то ожидать в субботу утром. Посещение госучреждения. Застолье. Прибыль, поступления финансовые. Может быть, банк, например, банк получения. Верность, гармоничные отношения в паре. Смотрим. Ага, есть еще конфликт по горизонтали, смотрите, выпадает конфликт. Но это точно не со второй половинкой, потому что, видите, тут все хорошо. Колебания, весы. Колебания, сомнения, выбор. Еще весы могут показывать, вы стоите перед выбором. Исполнение желания. Может быть, связано как-то со второй половинкой, рядышком выпали события. И здесь нет. Смотрите, значит, что у вас получается. У вас вторая половина дня, видите, больше получается насыщенная, чем первая. В первой только ожидание, возможно, ожидание вот этих событий. Да? То есть первая показывает ожидание, затем посещение госучреждения, застолье, прибыль, поступление финансов, гармоничные отношения в паре, исполнение желания. Вы стоите перед выбором. И вот у вас единственный минус – это еще может быть конфликт в этот день. Да? Так все события хорошие. Вот если удастся избежать конфликта, то вполне себе замечательный день у вас получается в субботу. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Сейчас будем смотреть, что у Тельцов. Тельцы. Девятое июля, суббота. События дня. Честно, еще подвину, то и не влезу. Свидание первое, что я у вас увидела. Да, какая-то приятная встреча будет в этот день.
Тайное свидание показывает. Да, то есть не просто свидание, а какая-то еще может быть тайная. Возможно, вы будете эту встречу скрывать. Солнышко нельзя. Событие. Может быть в семье в этот день, да, какой-то нерешенный вопрос. Так, и проверяем горизонтали, вертикали. Деловое общение. Еще я вижу. Обман нельзя. Значит, получается у вас деловое общение. В этот день будет какая-то встреча приятная. Возможно, она будет тайная, эта встреча. Да, то есть вы ее будете скрывать. Еще может быть событие в семье, в родне в этот день. И какой-то нерешенный вопрос будет, который не получится решить. Ну, может быть, да, потому что суббота, не знаю, какой вариант показывает. Возможно, вы давно уже пытались решить этот вопрос, не получается. Вот такие события, тельцы, в субботу. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к близнецам. Так, близняшки. Смотрим, что у вас. Близнецы, 9 июля, суббота, события дня. Деловое общение. Ножницы. Решится какой-то вопрос. Возможно, да, вот при разговоре с кем-то сможете что-то решить. Да, смотрите, общение будет с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Человек в короне. Может быть, он и поможет решить вопрос. Ну, вон она. Так, а теперь смотрим с вами горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. Ожидание. Кораблик. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Смотрите, значит, получается у вас деловое общение, решение каких-то вопросов, общение с представителем закона власти и ожидание. У вас как-то день, знаете, на выходной не похож, да, какое-то деловое общение, решение вопросов, больше похож на рабочий день. Ну, вот такие события вам выпали. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к ракам. Смотрим, раки. Девятое июля, суббота,
События для раков. Покажите мне, пожалуйста. Верность. Первое, что я у вас вижу, это будут гармоничные отношения в паре в этот день. Общение с друзьями. Траты. Интимная связь. Победа. Конфликт. Победа в конфликте. Ну, в конфликте, конечно, победителей не бывает, но как-то у вас, видите, показывает, что в этом споре вы победите. И отличное настроение. Видите, тут вроде как мечи показывают серьезно, да, конфликт, но как-то вот он у вас больше, знаете, может быть, это даже не конфликт, а игра как вариант еще может быть, да, то есть когда два человека, да, сходятся на поле боя. Да, то есть и победа. Может быть, это игра. Потому что солнце показывает, что настроение прекрасное. То есть не похоже на то, что вы там ругаетесь. Больше похоже на какое-то соревнование. Так, смотрим дальше. Ссора. Ну, да, то есть если это и будет какой-то конфликт, это будет скорее ссора. Да, потому что, видите, настроение хорошее. Небольшая ссора какая-то. Угу. Ну, больше я не вижу совпадений. Смотрите, значит, у вас получается верность. Это гармоничное отношение в паре будет. Общение с друзьями будет в этот день. Интимная связь, траты, отличное настроение, какое-то соревнование, да, в котором может быть небольшая ссора. И победа. Показывает, что победа за вами. Вот такие события, раки, у вас на субботу. Похоже на настоящий выходной у вас. Благодарю за внимание. Переходим дальше ко львам. Так, львы. июля, суббота. События для львов покажите мне. Интимная связь первая выпадает у вас, кровать. Ключик. Все в ваших руках. Да, то есть в этот день для вас нет никаких сложностей и преград. Выбор. Вы стоите перед выбором. Деловая встреча еще может быть в этот день. Исполнение желаний. Конфликт.
Так, смотрим теперь с вами горизонтали, вертикали. Пустые разговоры, колокольчик. Здесь нет, здесь слезы. Угу. Смотрите, рядом с конфликтом выпадают слезы, понимаете, может так поругаться, вот прям до слез с кем-то. Так что смотрите, можно этого, в принципе, избежать при желании, да? Угу. Так, и здесь нет. Получается, у вас первая выпадала интимная связь, да, то есть, ну, или если вам это не актуально, желание там полежать подольше, да, то есть поваляться, вот выходной, не хочется вставать. Дальше выбор какой-то, вы стоите перед выбором. Ключик показывает, что ключик либо важный какой-то ключевой день будет 9 июля, либо ключик это возможности, открытые двери, да, то есть когда все легко удается, получается. Исполнение желания, пустые разговоры, встреча с кем-то в этот день. И вот смотрите, возможно, на встрече будет, да, потому что после встречи выпал конфликт, а после конфликта слезы. То есть, возможно, на вот этой встрече, которая состоится, будет серьезный конфликт. Да, то есть мечи это два разных мнения, да, то есть и ни один, ни другой человек никому не уступает. Поэтому тут вот смотрите, это уже в ваших руках, этого можно будет избежать при желании. Да, либо уступить, либо вот где-то найти какую-то серединку, найти, да, компромисс. Вот такая у меня для вас тут информация, Левушки. Благодарю за внимание, перехожу дальше к девам. Дева. Девятое июля, суббота. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Новость. Поступление какой-то информации, новости. Это может быть смс-ка, письмо на электронную почту. Электронная новость. Скажем так. Верность, гармоничные отношения в паре. Дорога. Поездка может быть у вас в субботу. Неприятность. Ага, и рыба получилась, и также еще, смотрите, ну мне почему-то даже не рыба первая бросилась в глаза, а подсвечник. Поэтому, если вы первую рыбку увидели, тогда у вас будет скользкое дело, нужно быть осторожными, да, то есть, возможно, кто-то втянет вас в какую-то махинацию, да, и произойдет неприятность. Но я первую увидела подсвечник, он мне в глаза бросился. Подсвечник – это надежда, надежда на то, что, да, вот, все будет хорошо, несмотря на эту неприятность. Победа. Достижение, результат. Так что, видите, победа. Говорит, с этой неприятностью вы точно справитесь. Победа будет за вами. Траты. Приглашение. У вас очень много событий. На субботу выпадает прям такой день насыщенный. Угу. Смотрим теперь, что здесь по горизонтали, вертикали. По горизонтали сразу вижу ссору небольшую. И слезы вижу.
Так, и смотрим вертикали. В вертикали нет совпадений. Называю по очереди. Событий много. Я думаю, что большинство из них проиграется, да, вот как одно, например, неприятность, это может быть ссора. Да, то есть вот несколько событий могут указывать на одно. И слезы, да, вот, например, слезы, неприятность, ссора – это одно событие. Но я вам говорю по очереди, как они выпадали, и отдельно. Вы, может быть, для себя сложите это в какую-то другую картинку. Значит, с утра, да, то есть первое событие, приходит какая-то информация, новость. Электронная, скорее всего, информация, новость. Дальше все хорошо будет в личной жизни, может быть поездка, может произойти какая-то неприятность, кстати, связанная именно с дорогой, да, например, что-то забыли, приходится возвращаться, попали в пробку, да, то есть там, не знаю, потерялись где-то в дороге, не туда повернули, да, и вот надо возвращаться. То есть вот какая-то неприятность может быть. Слезы, да, вот может быть будет обидно до слез, но есть надежда. Да, то есть и есть победа, то есть говорит о том, что все равно вы с этим разберетесь, просто вот будут какие-то, да, сложности. Приглашение, возможно, вы едете куда-то по приглашению. Траты, ну опять же траты, да, скорее всего, на эту поездку. И вот небольшая ссора. Может быть, будете ругаться, да, когда вот едешь и там повернул не туда, и начинается, а я говорил, надо было туда, а я говорил сюда, да, то есть вот небольшой какой-то может быть такой конфликт в дороге, как вариант. Так что, девы, вот такая информация у меня для вас на субботу. Вам тут надо быть осторожным, да, то есть потому что есть предупреждение, неприятность и ссора. Ну, всегда можно этого избежать, если быть очень внимательными, себя контролировать, перепроверять, то, в принципе, избежать можно при желании. Благодарю вас за внимание, и дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня во второй части видео. Ссылочка есть под этим видео в описании, и еще как вариант вы можете оставить запрос в комментарии, да, написать, что мне нужна вторая часть, ссылочка. Я вам тогда оставлю. Ну и до встречи во второй части.